Собирайте. Скорее в мешок ее. Держи. Да, осторожней, осторожней. Так. Руку не повреди. Ага. Аккуратней, аккуратней. Так, здесь. Уходим, живо. Забирайте цветы. Холназар, ну что, хоть во сне ты съел что-нибудь, а? А мне только кусочек лепешки приснился. А? Вот и все, что удалось поесть. Живота не набьешь. Я помню, какой вкусный хлеб ты пекла. Ой, в доме и чашки муки у нас нет. Чего уж теперь нам ждать осталось? Вместе жизнь прожили. Уходят силы. В ауле родных у нас нет. Некому заботиться о нас, детей нам Аллах не дал. Как думаешь, не лучше ли нам с тобой умереть? Зачем торопиться, Джанет? Все мы уйдем. Ну, тогда буду спать дальше, Холназар. Ложись, Что ложись. еще делать? Да и ты тоже поспи. Нет, я пойду. А? Похожу немного. А ты спи. Может, еще что приснится. Ох, горе, горе.
Сад цветов и веселого, сладкозвучного смеха. Сад. Волшебный сад. Ты о чем, Ата? Сад размышлений и чудес. Понимаешь, сынок? Вещий сон мне приснился. Расскажи, дедушка, расскажи. Стемнело сразу, и тут же налетели злодеи. Был бы молодым я и сильным, каким ты вскоре будешь, я бы отнял у этих негодяев Гуль-Кахкас-Пери. Да, сынок, это была она, несравненная Гуль-Кахкас-Пери. Сказочная Гуль-Кахкас, хозяйка чудесного сада. Гуль, как ты сказал, Ата? Гуль-Кахкас-Пери, несущая радость, смеющаяся цветами. Ну как это цветами? Изо рта, что ли, они сыплются? Или из ушей? Нет. В этом и заключена таинственная загадка. Цветы возникают так, из ничего. Только от одного звука ее веселого, счастливого смеха. Так смеется только она. Это шалунья, дарующая всем людям радость. Пусть и моя Джанет отведает твоего угощения. И Гуль-Кахкас похитили. Увезли. Скочили на коней и во всю прыть ускакали. Да. Видно, кони у них были быстрые. Мне надо идти. Моя старуха заждалась, наверное. Как тебя зовут, сынок? Той-Кули. Той-Кули, о, слуга праздника. А меня Халназаром старым зовут. Ну, прощай. А мне еще никогда не снился ни один сон. На какой бок не лягу, сплю как убитый. Вот ты на каком боку этот сон увидел? Послушай, дедушка, зачем тебе, такому седобородому, этот сон? Отдай его мне. А, не хочешь? Ну, продай за барашка. Продай. Хочешь, бери и собаку. И палку бери. Бери все. Видишь, какой я щедрый? Все отдам за твой сон. Старуха моя, конечно, будет рада всему. Но вот только... Как же я смогу передать тебе мой сон? Ведь этот сон видел я. И потом, что ты с чужим сном будешь делать? И как ты его найдешь? Я его найду, дедушка. Ты вот что, ступай домой, сынок. У тебя мать, отец есть? Нет никого. Они умерли. Я лишний род в чужой семье, дедушка. Ну, вот что. Возьми мой сон. Я понимаю, если кому искать берег Гуль-Кахкас, то такому молодому, как ты, а не мне, седобородому. Ты уверен, что сможешь найти ту, кто смеется цветами? Я найду ее, Атаджан. Найду, даю слово.
Закрой глаза, сынок. Может, сбудется твоя мечта, и ты найдешь свое счастье. Эй, дедушка! Атаджан! Халназар ага! Где ты? Разве я туда попал? Слышишь? Ты обманул меня! Кто это? Кто здесь пугает меня? Уходите! Я никого не боюсь! Эй, кто тут? Я не боюсь вас. Эй, кто вы такие? Кто? Мы духи земли и воздуха. А ты огня. Духи деревьев и трав. Птиц и зверей. Мы души людей, живших когда-то. А тебе что здесь надо? Кто ты такой? Духи, духи, я ищу райский сад и прекрасную Перри. Эй, духи! Духи! Не покидайте меня! Постойте! Скажите, жива ли та, что смеется цветами? Среди умерших ее нет. Значит, она жива. Эй, духи! Сделайте так, чтобы я встретился с ней. Эй, слышите? Вдруг завтра и я исчезну. И не увижу в жизни счастья. Слышишь? Слышим. Слышим. Иди туда, где костер. Сын Шаха щедро наградит нас. Наливай еще! Наливай! Полней! Полней! Горит голову. Пьешь, не напьешься! Шикарное вино раздобыли. Веселимся, пока не видится. Эй! Ее нет! Хватит стеречь, никуда она не денется! А вот и мясо готово!
Будем пировать до утра. Выпустите меня, я боюсь. Дия, что со мной? Тихо ты, сиди. Зачем вылезла? Мне страшно. Ты куда? Я пойду с тобой. Не нужна ты мне. Постой. Тише. Проснуться схватят нас. Хочешь, они с нами будут. Зачем? Хочешь, отпущу? Хочешь, превращу? Мне-то что? Ну зачем ты это? Куда они теперь? А куда бы ты хотел, чтобы они полетели? Кому? Может, к старику Халназару? Идите к старому Халназару. Опять за мной? Это твой конь? Что? Твой? Ты был с ним? Нет, надо ловить удачу. Мне повезло. Так ты украл коня? Да, и ты молчи. Но с чужим конем ты обязательно попадешь в беду. Послушай, ты говоришь чепуху. Кто ты такая, чтобы указывать мне? Отстань от меня. Я тебя освободил, так скажи спасибо. Значит, ты мой освободитель. Спасибо тебе. Ступай, иди своей дорогой. Я знаю, у мужчин всегда есть цель. И не женское дело знать об этом. Но ты спас меня, и я услужу тебе. Отплачу? Чем ты мне можешь отплатить, глупая? Лучше не мешайся. Отойди от коня, вот и будет вся твоя услуга. Только не реви, терпеть не могу. Ты ничем не можешь мне помочь. Я ищу Гуль-Кавказ, Пери Гуль-Кавказ, ясно? Но так зовут меня. А как твое имя? Не смеши меня, крошка Гуль. Можешь пожелать мне что-нибудь напоследок?
А зовут меня Той-Куле. Прощай. Чу. Чу. Я не хочу прощаться. Я пойду за тобой, Той-Кули. Не знаю, верить ли. Это нам, наверное, снится. Снится нам. Только ты подожди, не просыпайся. Сначала приготовь из этой муки что-нибудь, а? Эй, ты зачем губишь сам? Ошибаешься. Здесь зарыт клад. Золотые монеты. Кто тебе это сказал? Отец, это его сад. А его... Перед смертью он сказал мне, здесь зарыт клад. Но не сказал, в каком месте. Может, под этим деревом. Но я найду и стану богатым. О, очень богатым. Кто там? Этот чудак клад ищет, а сад, посаженный отцом, губит. Скоро все уничтожит. Давай попробуем его остановить. Может, образумится. Дети, что они понимают? Пойдем, спасем хотя бы то, что осталось. Ладно, пойдем. Эй, кто вы такие? Что вам здесь нужно? Тут я хозяин. Поможем тебе клад отыскать. Тогда ладно. Помощники нашлись. Это хорошо. Работайте, работайте. Найдем клад. Какая часть наша? Много не дам. 1/4 часть. Нет. 3/4 части. Половину 1/4 части. Ладно, согласна.
Это и есть твой клад. Да. Ваш отец, уважаемый, был очень хорошим садовником. Да, хорошим был. Вот и продолжай дело своего отца. Не разоряй, береги сад. Возделывай, заботься о нем. Спасибо. Эй, подождите, подождите. А как же ваша часть клада? Да мы пошутили. Ах, вот вы какие. Возьмите, возьмите. Спасибо. На дорожку. Вот, и вот. Спасибо вам, спасибо за помощь. На всю жизнь ваш должник. Где она? Где? Где она? Где? И моего коня нет. Где мой конь? Это ты, молчун? Ты во всем виноват. Тебе поручили стеречь ее. Ты не ходи за мной. Лучше коня постереги. Я посмотрю, куда дальше идти. Ты что? Ты что? Ему грозит опасность? А что же делать? Вернуть его? Вернись, вернись! Кто ты? Кто? Не прыгай, как блоха. Мы, девы, суеты не любим. О, как болит моя голова. Ты Дев? Дев? Дев. Обыкновенный Дев. Скажи, что ты тут делаешь, уважаемый? Как ты здесь очутился? Неужели ты, уважаемый, свалился с бревна, как и я? Нет! Я здесь устроил западню для дураков. И не задавай глупых вопросов, а то я тебя съем. За что? Жена считает, стоит съесть дурака, вся боль проходит. А я не дурак. Я умный. Если умный, тогда ответь на мои вопросы. Ответишь — отпущу. Если не ответишь, я тебя съем. Задавай вопрос. Сколько звезд на небе, а? Сколько у тебя, Дев, волос на голове? Столько же, столько и звезд на небе. Разве можно, а? Их все сосчитать. Задавай еще вопрос. А сейчас скажи, знаешь ли ты, где находится середина Земли, а? Середина? Да! Ну? Середина земли, уважаемый. Она точно под тобой. Ну и последний вопрос.
Как можно избавиться от этой головной боли, а? Это совсем просто. Есть одно средство. Надо посильнее дернуть за рога. Вот так. Оторвешь! Ну как наш уговор? Я ответил на твои вопросы. Ну как? А что? Я здесь один должен остаться. Ты помоги мне, а потом я вытащу тебя. Обязательно. Даю слово. Да? Угу. Обязательно. Ну ладно. Мы его обманули, бежим. Нехорошо обманывать, ты ведь дал ему слово, пойдем. Ой, я глупый Дэв! Мальчишке поверил! Помоги! Ты здесь? И не один! Ну давайте, давайте! Давайте! Помогите! Помогите! Давайте! Прощай, Дэв! А голова у тебя больше не болит? Нет, не болит. Прошла. Где же мой конь? Не знаю. Ты бросила его? Как ты могла? Что же я теперь без коня? Но ведь конь был не твой. Из-за этого ты и попал в беду. Надоело ты мне. Не ходи за мной. Ступай куда хочешь. Это они меня тогда увезли. И в тот раз ты спас меня. Куда мы пришли? Не знаю. Все, прощай. Дальше не ходи за мной. Иначе я никогда не найду свою Перри. И райский сад. Неужели старый Халназар обманул меня? Неужели духи не сделают меня счастливым? О, приснись мне, райский сад. Приснись мне, Перри Гуль-Кахказ. Дай хоть взглянуть на тебя. Ты чего? Уходи. Уходи. Пошла прочь. Наконец-то я тебя выследила. Так это ты каждый день доешь мою козочку. Вот почему она домой без молока приходит. Я несчастная, одинокая женщина, ты! Это не он, вы ошиблись. Значит, это ты? Это вовсе не она. Смотрите. Птенчик, как он сюда попал? Ой. Чу-чу, уходи, уходи. Ой. Какая жестокая мать могла тебя бросить. Ой. Драгоценности. Ой. На, надень. Нет, это все принадлежит ребенку или тому, кто возьмется воспитывать его. Ведь вырастить человека непросто. Золотое сердце у вас, ребята. Чем же вас отблагодарить? Может, помочь вам чем-нибудь? Чем же вы можете мне помочь? Я ищу Перри Гуль-Кахказ. Не подскажете? Проще ничего нет. В городе у нас, недалеко отсюда, живет девушка. Очень красивая. Просто Перри. Она как цветок розы. Как зовут ее? Это я не знаю. Стройна она, как тополь.
Глаза как вишни. А может, это та, которую вы ищете? Идемте, я вас провожу. Послушай, где живет красавица Перри? Она как цветок розы. А, это вам надо идти верхней дорогой. Там спросите. Это он. Стой здесь. Я сама пойду посмотрю. Конечно, это он пришел. Нет, нет, ты не ходи. Это Ахмед. Не знаю, не знаю. Не подходи к воротам. Я только в щелочку взгляну. Нет, нет, не пущу, стой здесь. Так стучится только не он. Пущу, не пущу, Ну, нет. прошу тебя. Нет, нет, нет. Что ты здесь торчишь? Ты кто такой? Я хотел Кто тебя сюда подослал? Я хотел только посмотреть на нее. Ты мне голову не морочь. Мы принесли яблоки. Какие яблоки, а? И при чем здесь яблоки? В ее саду райские яблоки растут. Я готов отдать все на свете, чтобы лишний раз увидеть ее. А вы яблоки. Посмотрите, какие А тебе яблоки. что здесь надо, глупая девчонка? Послушай, Ахмед, почему нашей Гульчихре не попробовать этих яблочек, если их принесли с доброй душой? А пока отца нет дома, мне кажется, это можно. А вот вернется хозяин, тогда тебе не сдобровать. А где они? Где ваши яблочки? Давай. О-о-о. И где только такие растут. Давай еще. Ахмед, ты потом передашь сам ей. Она ждет, не дождется. Это ее рука. А сама она какая? Сейчас увидишь. Наша Гюльчихре ручки в холодной воде не мочила. Иголку в руках не держала. На, Ахмед, сам подай ей. Подай. Ой, ну как же ты так? Гульчихре. На, аккуратней. Ой, ну что же ты? На, попробуй, Ахмед. Ясно. Они жених и невеста. Жалко. Это не та Перри, которую я хочу отыскать. Хоть она и красивая.
Но не смеется она цветами, даже не улыбается ими. И к тому же Гульчехре ее зовут, а не Гуль-Кавказ. А знаешь, наверное, где-то в этих краях находится райский сад, где живет прекрасная Пери. Эй, смотрите! Кто там? Кажется, это Гуль-Кавказ. Она? И с ней кто-то. А может, Конократ? А? Слышишь? Это он, тот малыш. Давай в последний раз посмотрим на него. Попрощаемся с ним. Он такой славный. А, некогда мне. Если хочешь, иди одна. Я сейчас. Только взгляну и сразу догоню. Вернулся. Пустите! Пустите! Где она? Отвечай сейчас. Я ничего не знаю. Затянуть потуже сеть. Что с ним возиться? Прикончим его. И все. Нет? Разве вы не знаете сына Шаха? Он нам головы за Пери Гуль-Кавказ отрубит. А мы здесь ему голову отрежем. Она была с тобой. Куда она делась? Не знаю. Ничего я не знаю. Джиги. Хочешь на суку висеть, а? Бросайте его на коня. Прочь с дороги! А ну-ка, с дороги! Прочь! Почему во рту у меня не сладко? Почему сидеть надоело? Почему ждать так трудно? Почему время идет так медленно? На все воля Аллаха. Палач! Отрубить всем головы! Они идут! Шахзаде, идут!
цветы Гюль-Кахкас, Шахзаде. Из ее сада. Для вас. Да, собирали. господин. Из райского сада. Смотрите. Что это? Увядшие цветы Гуль-Кахкас? А это кто? Гуль-Кахкас, смеющиеся цветами? Обманщики! Отрублю всем головы! Ни в чем не признавайся. Ну почему вы не схватили и не привезли ее сюда? Я бы отдал ей все свои сломанные игрушки. О, зачем я несчастный родился сыном Шаха и всегда хочу невозможного? Где цветы Пери-Гуль-Кахкас? Где она сама? В саду Гюль-Кахкас стали собирать цветы. Но они тут же в руках почему-то начали жухнуть, вянуть. Только отвернулись, он выкрал у нас коня. Вместе с конем умыкнул Гюль-Кахкас и спрятал ее где-то. Шахзаде, прикажи, пусть скажет, где он ее спрятал, а? Не говори, где она. Где находится Гуль-Кахкас? Я сам хочу увидеть ее больше жизни. И молил о том Аллаха. И что же? Но так и не встретил ее. А конь? Да, коня я украл. Сам не знаю, как все получилось. Я попал в лабиринт снов. Господин, прикажи отрезать его лживый язык. А ты сейчас тоже спишь? Да, потому что только во сне такой бедняк, как я, может побывать во дворце Шаха и побеседовать с его сыном. И ты не боишься меня? Скажу, тебе отрубят голову или бросят в зиндан. Нет, не боюсь. Меня не за что казнить. Конь убежал и вернулся к своим хозяевам. И к тому же, я тебе сказал, что не видел Пери-Гуль-Кахкас. Это чистая правда. Я мечтаю хотя бы взглянуть на нее. Наши желания совпадают. Всем четверым отрубить головы! О, пощади! Смилуйся, мы не виноваты! Не виноваты! О, наш юный повелитель! Ты справедливейший из всех справедливейших. Это шайтану было угодно наказать нас, и он помутил наш разум. А что скажет Шах, твой отец, когда вернется и узнает, что ты приказал казнить нас, твоих верных слуг? Гуль-Кахкас мы схватили ее, но ночью он ее украл. Я прикажу рубить головы и вам, и всем моим подданным! Не губи нас! Мы обыщем весь свет и приведем тебе Гуль-Кахкас! Милуйся! Мы всю жизнь служили тебе верой и правдой! Милуйся над нами! Мы несчастные! Уходите прочь! Все прочь от меня! Отыщите Пери-Гуль-Кахкас и приводите ко мне! Прочь отсюда, бездельники! Хоть из-под земли достанем!
Это ты? Плов хочешь? Сейчас. Где Гульках-Кас? Что молчишь? Берите, груши берите, яблоки янтарные, персики покупайте, персики, яблоки. Подойди ко мне поближе. Где ты прячешь перья, Гульках-Кас? Говори, не бойся, за это получишь грушу. Постой, ну куда ты, погоди. Арбузы! Настоящие туркменские арбузы! Бери! 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 Очень сладкие. Как мед. Тебе известно, где прячется Гульках-Кас? Нет, не знаю. Скажи, и ты получишь все, что хочешь. Не знаю. Знаешь? Нет. Знаешь? Нет. Ах! Что с тобой? Скажи, уважаемый, как мне отсюда выбраться? Идем. Пожалуйста, это 5,5 монет. Это берите. 3 монеты всего-навсего. Берите. Далеко он уйти не мог? Не мог. Искать его. Где? Куда он мог убежать? Эй, ты его видел? Видел? Видел. Где он? Где? Где видел? Он ушел в ту сторону. За мной! Пошли. Я только теперь понял, глупец, что это ты. Ты была со мной, Гульках-Кас. Дедушка Халназар, ты меня слышишь? Слышишь? Эй, духи! Духи земли! Скажите, жива ли Гульках-Кас? Она пропала так внезапно. Осталась одна, без моей защиты. Это ты? Ты опять со мной? Пожалуйста, не исчезай больше. Слышишь, Гульках-Кас, ведь тебя так зовут? Да. Пойдем. Папа Бес и мама Бес бегут к своим детишкам. Бегут, бегут. Нам надо скорее уходить отсюда. Ах ты мой мохнатенький. Ах, крошка, чумазенькая, рогатенький мой, грязулька. Мне никогда не говорили такие нежные слова. Кто из вас сегодня съел всю горчицу?
Помогите! Стойте! Идите ко мне! Стойте! Остановитесь! Это мои друзья. Они помогли мне. Да-да. Он спас меня от смерти. А она от головной боли. Какая радость! Чем я могу отплатить за это? Чем помочь? Может быть, разрушить что? А может, сломать? А? Скажите. Нет, не надо. Это за нами погоня. Если можешь, верни нас на мой луг. На той земле есть дом, где нас ждут. Это не в моих силах. Может быть, она сможет. Горы наш дом. Хотите, оставайтесь, и горы станут вашим домом. Нет, нам надо к людям. Ну, ведь да вы тоже не всемогущие. Да. Ты очень хочешь к людям? Вернуться? Гулькахкас, я нашел то, что искал, но вернусь не один, а вместе с тобой. И ты в этом поможешь. Закрой глаза. Ёлбас! Ёлбас! Здравствуй, Атаджан. Как поживаешь? Я рад, что ты вернулся, сынок. Посмотри, Атаджан, кого я привел с собой. Пусть она даже не смеется цветами, зато я нашел верного друга. Гулькахкас! Я рад твоему счастью, сынок. Дети должны быть счастливы. Опа!